Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о том, какие ключевые критерии отличают коренные народы от национальных и этнических меньшинств, и как эти критерии применимы к крымским татарам, караимам и крымчакам. Мы сравним подходы, существующие в международном праве и в России. Очень часто не только, условно говоря, случайные люди, но даже специалисты, даже те, которые получили специальную правовую подготовку или там этнологическую подготовку, этнографическую подготовку, антропологическую подготовку и так далее, и так далее, и так далее, политики, там, какие-то общественные деятели по некомпетентности, по случайности, по недостатку знаний, но, к сожалению, и совершенно сознательно, и преднамеренно путают, и я бы даже сказал так, спутывают в своих словах, в своих выступлениях, в своей позиции коренные народы с национальными, этническими, религиозными и языковыми меньшинствами. Опять-таки, для меня определяющим является не мнение отдельного какого-нибудь очень даже заслуженного в своем узком кругу человека, или занимающего какой-то там политический пост, или обладающего какими-то там полномочиями властными, а то, как это выработано к нынешнему моменту в международном праве на базе и развития теории, и обобщения практики, которые существуют в современном мире. И, конечно же, лучше всего это делается в рамках системы ООН. Универсальной, общемировой организации, которая обладает достаточными и ресурсами, и знаниями, и опытом, и необходимостью знать эти вопросы, разбираться в них. Так вот, на официальном веб-сайте ООН содержится такое рассуждение. Опять-таки, цитирую. Какие группы являются меньшинствами по международному праву? В статье 1 Декларации Организации Объединенных Наций о правах меньшинств, принятой в 1992 году консенсусом, говорится о меньшинствах как о самобытных национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых группах, и предусмотрена обязанность государств охранять их существование. Согласованного на международном уровне определения того, какие группы являются меньшинствами, не существует. Нередко подчеркивается, что существование меньшинства является вопросом факта и что любое определение должно включать в себя как объективные факторы, как, например, наличие этнической, языковой или религиозной общности, так и субъективные факторы, в том числе идентификацию индивидами себя как членов меньшинства. Трудность согласования широко приемлемого определения заключается в многообразии ситуаций, в которых живут меньшинства. Одни из них живут компактно в четко определенных районах, отдельно от доминирующей части населения. Другие рассредоточены по всей территории страны. У некоторых меньшинств существует прочное осознание их коллективной идентичности и письменная история. У других сохраняется лишь фрагментарное представление об их общих корнях. Под термином «меньшинство», как он используется в системе Организации Объединенных Наций, обычно понимаются, согласно Декларации Организации Объединенных Наций о правах меньшинств, национальные или этнические, религиозные и языковые меньшинства. Во всех государствах на их национальной территории существует одна или несколько групп меньшинств, для которых характерна их собственная национальная, этническая, языковая или религиозная идентичность, отличная от идентичности большинства населения. Согласно определению, сформулированному в 1977 году специальным докладчиком подкомиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Франческо Капоторти, обращаю ваше внимание, что по меньшинствам он был отдельный докладчик, другой человек, по коренным народам отдельный. Так вот, меньшинство представляет собой группу меньшей численности по сравнению с остальной частью населения государства, занимающую недоминирующее положение, члены которой являются гражданами государства, имеют этнические, религиозные или языковые особенности, отличные от особенностей остальной части населения и проявляют хотя бы только имплицитно
то есть скрытно, чувство солидарности, имеющее целью сохранить их культуру, традицию, религию или язык. Хотя критерий гражданства, включенный в выше приведенное определение, нередко оспаривается, критерий недоминирующего положения сохраняет свою актуальность. В большинстве случаев группа, считающаяся меньшинством по своей численности, будет составлять меньшинство. Но в других случаях численное большинство населения может также занимать недоминирующее положение, аналогичное положению меньшинства, как, например, положение чернокожего населения в условиях режима апартеида в Южной Африке. В некоторых ситуациях группа, составляющая большинство в государстве в целом, может занимать недоминирующее положение в том или ином районе такого государства. Наряду с этим утверждается, что помимо некоторых конкретных объективных критериев, как, например, критерии, перечисленные в определении Капаторти, необходимо принимать во внимание использование субъективных критериев, таких как стремление членов таких групп сохранить свои характерные особенности и желание таких индивидов считаться членами такой группы. В современных условиях существует общее согласие с тем, что признание за группой статуса меньшинства не относится лишь к исключительной компетенции государства, а должно основываться как на объективных, так и на субъективных критериях. Основными международными документами, защищающими права меньшинств, является Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Принята она резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года и Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы 1 февраля 1995 года. Для обеспечения защиты и развития языков важной является также Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 1992 года. Заметно, что между явлениями и понятиями коренные народы и меньшинства есть некоторое сходство. Как коренные народы, так и меньшинства обычно хотят сохранять и развивать свою самобытную идентичность. На местах можно обнаружить ситуации, когда определенная коренная группа населения может оказываться в положении, схожем с положением меньшинства. И точно так же некоторые меньшинства могут, как и коренные народы, иметь прочную давнюю связь со своими землями и территориями, которые обычно ассоциируются с самоидентификацией коренных народов. С точки зрения прав, меньшинствами традиционно выдвигаются на первый план их права на защиту своего существования, признание их самобытности и на гарантии их эффективного участия в общественной жизни и уважение их культурных, религиозных и языковых отличий. Коренные народы, также выдвигая на первый план аналогичные права, в то же время традиционно выступают за признание их прав на землю и ресурсы, самоопределение и участие в процессе принятия решений по затрагивающим их вопросам. В Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов предусмотрено требование государствам консультироваться и сотрудничать с коренными народами с целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием, прежде чем осуществлять деятельность в области развития, которая может их затрагивать. Тогда как в Декларации Организации Объединенных Наций о правах меньшинств предусмотрено более общее право принимать участие в процессе принятия решений и содержатся требования о необходимости учитывать законные интересы лиц, принадлежащих к меньшинствам при национальном планировании и разработке программ. Сравнивая практическое положение коренных народов, практическое, фактическое положение коренных народов и национальных, языковых, религиозных, этнических меньшинств, то, как оно есть в современном мире, можно сказать, что, безусловно, национальными меньшинствами признаются какие-то части народов и наций, живущие за пределами своих национальных государств, то, что по-английски называется kin state, домашнее государство, оказавшиеся на территории других государств, либо в результате какой-то миграции, переселения, миграции по экономическим причинам, каким-то другим, либо в результате изменения государственных границ там, где сами части этих наций или народов остались жить на прежнем месте, а не
переселились после изменения границ в свое национальное государство. Отсюда, собственно, и появляется выражение «национальное меньшинство». Правда, есть в мире и такие меньшинства, очень напоминающие национальные по всем параметрам, у которых нет и не было никогда своих национальных государств. Чаще о них говорят в таком случае как об этнических меньшинствах. Хотя там тоже есть свои тонкости. Но что касается религиозных и языковых, с этим понятно. Хотя тоже не все не так просто, потому что, допустим, опять-таки в результате колониальных захватов на каких-то территориях, бывших колониях европейских государств, иногда доминируют, как ни странно, европейские языки, а не местные. Так, в Африке есть франкофонные зоны, англофонные зоны. И хотя там живут люди, как правило, потомки древнего населения этой территории, несколько столетий угнетения и ассимиляции принудительной не проходит бесследно, и получается, что люди дальше продолжают жить, используя языки европейских колонизаторов. Но уж, скажем, очень такой очевидный и всем известный пример – это Индия, где одним и едва ли не самым важным государственным языком является английский. Но то же самое можно сказать про испанский на многих территориях Латинской Америки, где сохранились коренные народы. Но наряду со своими коренными языками они широко используют испанский, а вот такое смешанное население, съехавшееся туда из очень различных мест Евразии, потому что взять Бразилию, там португальский язык, а выходцы там и из Африки. Меньше всего, наверное, сейчас выходцев из Португалии. И из Африки черной, и арабская миграция там есть. И из России есть люди, откуда угодно. Для них общий язык португальский, который ни для одного из них как бы первоначально не родной, но теперь это основной язык, даже государственный язык Бразилии, хотя это отдельное совершенно независимое государство от Португалии. И если сравнить карту Бразилии и карту Португалии, я уж не знаю, во сколько раз Бразилия больше и по территории, и по населению, и по ресурсам по сравнению с Португалией. Но, однако, история сложилась таким образом. Имеет смысл сравнить международно-правовой подход к коренным народам с тем, какой официально существует в России. Российская Конституция содержит выражение «народ», хотя нигде не дано ему определение, что такое народ. Кроме того, называет еще два субъекта, так сказать, межэтнических отношений. В статье 69 записано, что Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. А кроме того, в статье 71 указывается, что в ведении Российской Федерации находится регулирование и защита прав национальных меньшинств. Сразу обращаю внимание, что Конституция принималась в 1993 году, когда еще международное право о правах коренных народов находилось в недостаточно развитом состоянии, и хотя уже существовали исследования КОБА и Конвенция 169, тем не менее практика международная такая богатая еще отсутствовала, и не было декларации о правах коренных народов. Собственно говоря, Декларация о правах коренных народов ООН, она является международным договором Российской Федерации, поскольку она была принята на заседании Генеральной Ассамблеи ООН без возражений. И в этой сессии принимала участие и Российская Федерация. На основании конституционных положений в России принят и действует федеральный закон от 30 апреля 1999 года о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Но сразу обращаю внимание, что международное право не знает разделения на малочисленные и многочисленные коренные народы, но в Российской Федерации речь идет не о коренных народах, как в международном праве, а о коренных малочисленных народах, что, конечно, сразу обращает внимание. Потом о
критериях малочисленности мы поговорим еще. В соответствии со статьей 1 этого федерального закона коренные малочисленные народы Российской Федерации, далее малочисленные народы, обратите внимание, акцент делается на малочисленности, народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйственные промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации утверждается правительством Российской Федерации по представлению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы. Учитывая уникальность этнического состава населения Республики Дагестан по числу проживающих на ее территории народов, Государственный совет Республики Дагестан определяет количественные и иные особенности ее коренных малочисленных народов, а также устанавливает перечень этих народов с последующим включением в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Часть 2. Традиционный образ жизни малочисленных народов. Далее традиционный образ жизни. Исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации, проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований. 3. часть. Исконная среда обитания малочисленных народов, исторически сложившийся ареал, в пределах которого малочисленные народы осуществляют культурную, бытовую жизнедеятельность, которая влияет на их самоидентификацию и образ жизни. 4. часть. Общины и иные формы общественного самоуправления, далее общины малочисленных народов. Формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам и объединяемых по кровно-родственному, семья-род, или территориально-соседскому принципу, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образов жизни, хозяйственных промыслов и культуры. 5. Уполномоченный представитель малочисленных народов физические лица или организации, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации представляют интересы этих народов. И 6. Это этнологическая экспертиза, научные исследования, влияние изменений исконной среды обитания малочисленных народов, социально-культурной ситуации на развитие этноса. Позже правительство Российской Федерации утвердило своим постановлением, в соответствии с которым отнесло к коренным малочисленным народам по состоянию на 25 августа 2015 года, то есть 10 лет назад, список, состоящий из 47 народов. Причем эти народы живут в очень разных регионах. Например, абазины живут в Карачаево-Черкесской республике, а следующие за ними алеуты – это Камчатский край. Ну, туда же входят и Водь, допустим, в Ленинградской области, или Ижорцы. Туда же входят кумандинцы. Куманды – это вообще второе название для половцев. Куман. Куманды – это вообще-то в западно-тюркских языках куманвы, то есть куманские, половецкие. Это манси, это нганасаны или нигидальцы в Хабаровском крае, это ненцы, которые, кстати говоря, дали название двум, по крайней мере, округам автономным. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный. Это нивхи, это ороки, Ульта Сахалинской области, Саамы в Мурманской области, телеуты и теленгиты, соседние народы, шорцы тоже тюрки, собственное название Тадар, у них Тадары, удыгейцы, чуванцы, Чукотский автономный округ, чукчи, вот уже шапсуги. Шапсуги – это опять-таки Краснодарский край, небольшой народ, те, кто сохранились после Кавказской войны XIX века. Кстати, о шапсугах упоминает Лермонтов в своих повестях о Печорине. Венки, энцы, эскимосы, юкагиры, Республика Саха, Магаданская область, Чукотский автономный округ. Но для всех этих народов с точки зрения российского закона применяется критерий 50 или менее тысяч человек и ведение традиционного образа жизни. То есть, в отличие от международного права, которое не требует, чтобы коренной народ отказал себе самому в развитии и занимался исключительно таким способом хозяйственным образом жизни, которому следовали предки 1000 лет назад или 1500 лет назад, в России критерием является вот такой добровольный отказ
в современном развитии. Интересная ситуация получилась с Дагестаном. В 2000 году Государственный совет Республики Дагестан в октябре принял постановление, в соответствии с которым коренными малочисленными народами Республики Дагестан, еще раз, коренными малочисленными народами Республики Дагестан являются аварцы, агулы, азербайджанцы, где вот тут рядом, через границу есть 10-миллионный Азербайджан, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, нагайцы, рутульцы, русские, цахуры и чеченцы, акинцы, у которых тоже через границу есть Республика Чечня. Ну, для того, чтобы было понятно, если российский закон в качестве жесткого критерия предусматривает 50 и менее тысяч, я не совсем понимаю, почему так, потому что при благополучной жизни, нормальном развитии любой народ имеет тенденцию к увеличению. Ну и, допустим, если какой-то народ достигает 45 или 49 тысяч, но у него все хорошо, и там, я не знаю, через 20, через 30 лет он достигает 60 тысяч или 80, да? Он что, должен перестать считаться коренным народом? Ну, для того, чтобы было понятно, допустим, аварцы составляют 1 миллион. Ну, азербайджанцы, только в Азербайджане 10 миллионов. Есть еще Южный Азербайджан в Иране. Скажем, даргинцы – это порядка 120 тысяч. Лезгины частично в Дагестане и, опять-таки, на территории Азербайджана порядка 600 тысяч. Но если речь идет о именно Дагестане, территории Российской Федерации, то это все равно около 200 тысяч. Табасаранцы довольно-таки много. В Дагестане живущие русские тоже являются его коренным народом. Но есть, конечно, и вот лакцы, которых более 130, около 140 тысяч. То есть на фоне общероссийского закона это выглядит достаточно странно, что миллионный народ, да, он вдруг объявляется малочисленным коренным народом, в то время как на остальной территории России этому народу нельзя превышать 50 тысяч, иначе он теряет свой статус. Но, честно говоря, я за то, чтобы и миллионный народ мог быть, и 3-миллионный, и 2-миллионный, и так далее, и 5-миллионный, и вообще, чтобы все народы росли в своей численности, а не вымирали, не уменьшались, сохраняли свою культуру, идентичность и развивались, в том числе и экономически. Если посмотреть Дагестан, чем там люди занимаются, то то же самое. Там, понятно, есть люди, которые традиционно пасут овец где-то в горах, там, да, или выращивают где-то в низинах пшеницу, но опять-таки они эту пшеницу выращивают ведь не цапками какими-то, да, и не на быках пашут, а пользуются тракторами, там, комбайнами, а помимо тех, кто в горах пасет баранов, огромное количество же работает на промышленных предприятиях, живет в городах, национальную одежду ежедневно на работу там или куда-то в путь не одевает. И опять-таки требования для других коренных народов в России сохранять традиционный образ жизни, экономику и всякое такое, на фоне того, что в Дагестане можно быть миллионным народом или там 150-тысячным и признаваться коренным, к тому же малочисленным. Малочисленность здесь вообще какой-то странный как бы термин. Вот. Он совершенно не совпадает с этим вот общероссийским подходом. Хотя, на мой взгляд, с точки зрения международного права, подход дагестанский, он более оптимальный для народов. Вообще для народов, для любых. Потому что если вот сейчас сосчитать, что есть еще у нас энное количество национальных республик, 24, есть одна автономная область в Биробиджане, еврейская автономная область, где евреи там по разным оценкам от 1,5 до 2% населения составляют. 4 автономных округа, обратите внимание на название: Ненецкий, ненцы, Чукотский, чукчи, Ямала, Ненецкий. Но Ямал – это остров, опять-таки Ненецкий. И Ханты-Мансийский автономный округ, 2 близких
народа Ханты и Манси, хотя антропологически очень отличаются, но рядом живут. Так вот, если еще учесть, что некоторые республики, не совсем понятно, государственным образованием какого народа они являются, но есть вот такие очень множественные, как Дагестан, есть двойные, так сказать, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская. Почему так, до сих пор не знаю, но в любом случае. Есть республика Крым, в котором 3 государственных языка: крымстатарский, русский, украинский. И какой народ обладает вот этим правом тут на самоопределение и как он определяется. По крайней мере, крымские татары ни по численности, ни по другим критериям в состав коренных народов России не вписываются. Но в Крыму есть караимы и крымчаки, именно в Крыму, которые по численности очень малые. Караимов там, по разным оценкам, 1000-1200 человек. Сами караимы считают, правда, меньше. В самом Крыму 800. Крымчаков и того меньше, 400-500 человек. То есть, куда уж еще малочисленнее. Но им отказывают в этом праве. Там вот эта самая экспертиза проводится Российской академией наук. То есть, люди в очках с учеными званиями считают себя вправе определять судьбу народов. И для них критерием является то, что ни крымчаки, ни караимы в настоящее время там не ходят по горам, там, или не сидят где-то там, не шьют сапоги, или там не ловят рыбу сетью, или там не... наверное, если у них есть, которые работают в сельском хозяйстве, но не так, как это было там 200 лет назад. И поэтому народам, находящимся в очень тяжелом положении, и в демографическом, и не в простом экономическом, и очень негодном культурном положении, им отказывают даже в тех гарантиях, которые дает российский закон о малочисленных народах. Малочисленность – да, а вот традиционный образ жизни – нет. А как это можно было сохранить традиционный образ жизни крымчакам, которых практически 80% расстреляли нацисты, включая детей, всех. Выжили только те, кто сбежали, эмигрировали, не эмигрировали, а эвакуировались из Крыма. И, как ни странно, воевали в Красной армии против нацистов, а вернувшись, оказались здесь никем. И для караимов то же самое, у которых поотнимали практически еще в начале советской власти последние их там и предприятия, и сам Джуфт-Кале, как собственность караимской общины Бахчисарая, а даже в царской России она признавалась собственностью караимской общины, эксплуатирует его как музей, водят экскурсии, берут деньги за билеты, но школы караимские там никак не поддерживаются. Другие промыслы, которые традиционно осуществляли караимы, уже десятилетиями, как у них были отняты. Сами они тоже потерпели огромный ущерб. Вместо того, чтобы сказать, давайте мы вам поможем, говорят, нет, вы не коренной народ. Я знаю, они обращались несколько раз за этим признанием и все время отказывали. То есть даже на основании официальных правовых критериев Российской Федерации, за которыми стоит, так сказать, мнение людей в очках из Российской академии наук, которые считают себя вершителями судеб целых народов. А если говорить в целом, то вот если сосчитать все виды как бы национально-территориальных, национально-государственных образований, то мы получаем, что их в общем и целом 90. Но опять-таки я говорю, учитывая, что есть многонародные такие образования или там двухнародные, а иногда непонятно где кто и что, но около 90. 90 народов разной численности, и многомиллионных, и малых народов, так или иначе обладают какими-то территориальными образованиями, с какими-то элементами самоуправления, использования земли, ресурсов и так далее. Но что это такое? Много это или мало? Вот по разным источникам, начиная там от Википедии, которая не считается серьезным источником, заканчивая там, допустим, сайтом посольства России в Сингапуре, что совершенно официальный источник. В России проживает, цифра непонятна. В одних говорится, что 160, в других, допустим, 190, в третьих 195. А со ссылкой на ту же перепись, на которую ссылаются другие, заявляется, что более 200 национальностей или этнических групп, или народов, или этнических групп и коренных народов, и коренные, малые и автохтонные народы
вот автохтонные народы в российском праве вообще нет выражения, но во всяких справочниках о них говорят. Так вот, давайте посчитаем даже от минимального количества, названного на официальном сайте, 160 и 90. Ну, то есть 90 народов в России, исходя из официальных источников, обладают каким-то статусом. То есть это нация, которая имеет республику. Это коренной народ, который входит в перечень там, либо общероссийский, либо Республики Дагестан. И тоже некие народы, где живут они на территории огромных округов, таких как, скажем, Югра, которые вообще больше Мексики. Вот. Но, тем не менее, там составляет доли всего лишь населения. А, скажем так, около 70, если считать от 160 народов. Или там около 110, если считать от 195 и 200. Ни в каком статусе в российском праве не обозначены. Это настолько очевидно, что, собственно говоря, комментировать это сложно. Потому что Российская Конституция провозглашает и принципы самоопределения народов, и принципы равноправия народов в нескольких статьях. И никто в этом не сомневается, что народы равноправны. Но это еще закреплено и подчеркнуто в Российской Конституции. Так что, если подвести итог этому, то к настоящему моменту, к сожалению, существует очень большая разница, зазор между тем, как рассматриваются коренные народы в международном праве, в том числе в организациях, в которые входит Россия, прежде всего Организация Объединенных Наций, и то, как это отрегулировано, или, не знаю, можно назвать это отрегулированным во внутреннем законодательстве России. Я так полагаю, что тут всем есть над чем поработать, в том числе те реформы, которые должны происходить в стране, они должны, я полагаю, учитывать и это. Ну, на этом теоретическую часть я заканчиваю. И перейдем опять к части исторической. В следующем эпизоде лекций о народах Крыма вы узнаете о взаимоотношениях Крымского ханства с соседствующими славянскими народами, а также о том, что говорится об этом в источниках XVIII века. Вы также узнаете об историческом и антропогенном обмене между населением Крыма и соседними народами.